Привет, это Вика Рожицына. Врешь, значит поедем тебя убивать. Эту фразу Артем Русских услышал от абхазских милиционеров, которые пытали его всю ночь. Они выбивали из него признание в закладке наркотиков. Никита Сологуб писал об истории троих петербуржцев-путешественников, отправившихся в самопровозглашенную республику, когда большинство туристических стран были закрыты из-за коронавируса. Артем со своей женой Дарьей и подругой Полиной во время прогулки по горе Мамзышхе увидели кладбище. Девушки пошли исследовать достопримечательность, а Артем остался ждать их на дороге. Тогда его и забрала милиция. Вопросы о наркотиках, проверка телефона, вещей, несколько часов в клетке. И, казалось бы, все закончилось, Артема отпустили. Но через 5 минут его снова задержали. В ход пошли угрозы, потом удары по почкам. Петербуржцы вывезли за город, пытались повесить, засовывали в рот дубинку и окунали в талую воду. Под пытками Артем признался, что да, он закладывал наркотики и сказал, что купил их на Гидре, а за работу ему заплатили 20 тысяч рублей. Но такое признание силовиков только разозлило, потому что он его явно выдумал, чтобы просто остановить избиение. Все закончилось, когда милиционеры изрядно устали. Артема отпустили. Со сломанными ребрами, травмой почки, ушибами, ссадинами и гематомами по всему телу. Когда «Медиазона» связалась с абхазским МВД, там просто ничего не стали комментировать по существу. Уже после публикации текста ведомстве пообещали провести проверку, а через пару часов объявили, что никаких пыток не было. Вчера же все изменилось. Против троих абхазских силовиков возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По этой статье им грозит от 5 до 10 лет колонии с отстранением от работы в госорганах на срок до 3 лет. Будьте аккуратнее, когда планируете отпуск.